Уходящий год для Министерства сельского хозяйства выдался не самым удачным из-за природно-климатических условий. Весной стояли холода, а летом сильная засуха. Но, тем не менее, план постарались выполнить. Озимых культур, несмотря на гибель урожая, собрали около 45 тысяч тонн. Также полностью завершили и уборку яровых. Мы перешли к уборке яровых культур, но тут нас постигла, как говорится, почвенная засуха, что привело к гибели где-то в пределах 65–70% площади яровых культур. Оставшуюся площадь, которая у нас, это часть Назрановского района, часть Сунжинского района, мы смогли убрать. И где-то в пределах 16–17 тысяч тонн кукурузы тоже собрали. Кукуруза, подсолнечника и кукурузы. Гибель культур постигла все 148 сельхозпредприятий региона, общий убыток из-за которого составил порядка 718 миллионов рублей. Но, несмотря на это, сбор плодовых культур рекордный в этом году, а именно 62 тысячи тонн яблок, черешни 80 тонн, алыча и слива по 5 тысяч тонн. По сравнению с прошлыми годами вышли в хороший плюс, отмечают в министерстве. Под урожай 2025 года было запланировано на посев более 23 тысяч гектаров. Министерство сельского хозяйства увеличили планку и довели посевную площадь озимых посевных культур более 26 тысяч гектар. На сегодняшний день посевная кампания в республике урожая 2025 года закончилась. Дальше сельхозтоваропроизводители готовятся к яровому севу, то есть надо спахать, надо привести в соответствие согласно агротехнологии посевные площади. Вопрос по средствам защиты растений, вопрос по семенам, вопрос по ГСМ в республике нет. Цены стоят, по сравнению с прошлым годом, увеличились на 25, на 15–20%, что тоже затрудняет. Но опять, как я уже сказал, сельхозтоваропроизводители находят средства, изыскивают средства. Как бы тяжело не было, сеять в любом случае надо. Также на 2025 год запланирована закладка многолетних насаждений в пределах 50 гектаров, виноградников 100 гектаров. Для них ежегодно увеличивают площадь. В Министерстве сельского хозяйства отмечают, фермеры и работники сельхозпредприятий региона проделали большую работу как в этом, так и в предыдущие годы. Важно не сбавлять темп, несмотря на возникающие сложности. Мадина Цора, Мухаммад Индиев, Магаз 24.